эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Сразу две вспышки коронавируса в Вилюйском районе. Более 70 человек в больнице. В районе усилят противоэпидемические меры. В Ленске заработал КТ-аппарат. Он вышел из строя 3 месяца назад. Изобретательность и мастерство. Мирнинцы смастерили экологичные игрушки-кормушки. Массовые заражения коронавирусом выявлены в Вилюйском психоневрологическом доме-интернате и при школьном интернате Чочунской школы. В районе усилят противоэпидемические меры. Там приостановили практически все запланированные новогодние мероприятия. 71 человек сейчас находится в больнице. Сегодня скончался один пациент. Роспотребнадзор проводит расследование. К сожалению, так уж получилось, что в преддверии Нового года у нас произошло две вспышки. Это в селе Садыбал. В интернате школы заболело 12 человек, из них 9 детей. И второй случай, еще более такой очень тяжелый, это, конечно, дом-интернат в селе Сосновка. Там заболело 46 человек. За сутки в регионе выявили 179 случаев коронавируса. Это данные регионального оперштаба. В Якутске 70 заболевших. Напряженной остается ситуация в Мирнинском, Нерюнгринском и Алданском районах. Там от 13 до 15 случаев. В Мегино-Кангаласском районе 8 заболевших, в Вилюйском 7. От 1 до 6 случаев зафиксировали еще в 20 районах Якутии. В течение всех новогодних праздников и всех наших новогодних каникул оперативные штабы будут работать. Работать они будут с точки зрения как выявления и также в том числе и, соответственно, создания условий, которые направлены на то, чтобы, соответственно, наша безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие в республике и в праздничные дни, было стабильным. В Ленске заработал КТ-аппарат. 3 месяца назад компьютерный томограф вышел из строя из-за высокой загруженности. В августе пришлось заказывать необходимые детали в Японии. Из-за долгой доставки ремонт аппарата затянулся. В эти выходные, наконец, деталь доставили. 2 дня велись ремонтно-технические работы. Со вчерашнего дня КТ-аппарат запущен в работу. Искали причину, нашли причину инвектора, но после поломки самого инвектора произошел еще перегрев дисков. То есть сломалось уже 2 детали. То есть пока диагностировали, потом привозили детали, чтобы провести диагностику. Сделали диагностику, нашли ошибку, поломку, потом уже заказали запчасть, которая нужна для КТ. Вследствие этого, поэтому такой промежуток времени, естественно, еще и пандемия. Это карантин, так как инженеры не могли приехать. Все это так долго тянулось, но закончилось все. Переходим к другим темам. В Минпросвещении России рекомендовали освободить школьников от домашних заданий на праздники. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, весь год российские школьники учились в непростых условиях, и будет справедливо освободить ребят от домашнего задания. Он добавил, что новогодние праздники нужны для отдыха, чтения и творчества. Ранее Сергей Кравцов также попросил руководителей региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда. Итоги года патриотизма подвели в Якутске. Несмотря на пандемию коронавируса, он прошел достаточно на высоком уровне. Появились новые скверы, обелиски, в порядок привели почти 300 памятников. В акциях памяти и помощи ветеранам приняли участие более 220 тысяч молодых якутян. В Тверской области открылся военно-патриотический лагерь имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Охлопкова. Силами поисковиков спустя десятилетия возвращаются на родную землю имена без вести пропавших солдат. Своих героев находят боевые награды. Каждый день наши волонтеры
помогают нашим пожилым и нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, на данный момент мы знаем о том, что ветеранов становится с каждым годом все меньше. Сейчас в республике их осталось всего 61, когда как в прошлом году, например, весной их было 110, да, и поэтому, как мы думаем, и в последующие годы, каждый год наша работа становится все более актуальной, так как главная наша цель – это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Особенное семейство Стерхов. Сегодня на нашем телеканале в 20:30 состоится премьера фильма известных китайских документалистов. Переводом и озвучкой занимались наши земляки, живущие в городе Далянь, Мира и Григорий Максимовы. Якутские стерхи – связующее звено между двумя странами. Сегодня в мире осталось всего 3600 этих птиц, и сохранение их популяции – одна из важнейших экологических задач. О том, как шла работа над документальной лентой, расскажет Ульяна Шагина. Я пришла на поля лотоса, чтобы пофотографировать стерхов. Якутянка Мира Ушкалова-Максимова озвучивает на русском языке фильм о якутских стерхах, снятый китайскими документалистами. Кропотливая работа по переводу и озвучке практически завершена. В Китае даже сняли новостной сюжет о работе якутских переводчиков. Здесь супруг Миры Григорий делится своими эмоциями от увиденного на озере Паенху. Мы, якутяне, можем прожить всю жизнь, так и не увидев ни одного стерха. А тут их тысячи, да еще и в такой близости. Я очень впечатлен и взволнован. Пресноводное озеро Паенху – единственное место, куда на зимовье слетается порядка 4000 сибирских стерхов. Их популяция стремительно сокращается. Из 3 ранее существовавших маршрутов миграции этих птиц сегодня остался единственный – из Сибири на юг, то есть из Якутии в Китай. И заповедник 5 звезд, базирующийся на озере, делает все возможное, чтобы защитить стерхов в первую очередь от самого человека. На озере Паенху есть возможность, благодаря работе обычных людей, крестьян, которые кормят, подкармливают наших стерхов. Поэтому, конечно, мы под впечатлением, и их вот эти звуки, их голоса стершины, они вводят в транс. Вот это какое-то вот монотонное их пение, просто действительно непередаваемое. Документальный фильм на китайском языке под красивым названием «Особенное семейство стерхов» уже показали по центральному телевидению Поднебесной. Теперь возможность оценить его появится и у российского зрителя. Работа по переводу и озвучке была кропотливой, но у Миры к стерхам особое отношение. Очень надеемся, что к Новому году документальный фильм будет уже готов. И якутяне смогут увидеть историю про особое семейство стерхов. Территорией гнездования в России стерхи выбрали Аллайховский район. На протяжении многих лет территория была регионального значения. И только в прошлом году, благодаря экологам, удалось изменить его статус на федеральный заповедник. За короткий период работы парка проведена большая работа по укреплению материально-технической базы. В настоящий момент подписываются соглашения с научно-исследовательскими организациями, в том числе и с зарубежными. Ведутся переговоры по планированию научных исследований. Начата работа по разработке проектов экологического туризма. Фильм о стерхах не просто документальный фильм. Он призывает объединить общие усилия России и Китая для того, чтобы сохранить мировую популяцию священных птиц. Птиц, которые своим пением и танцами приносят удачу и счастье на всю жизнь. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск, Далянь. В преддверии Нового года дети пишут письма Деду Морозу. Мечты у всех разные, но надежда одна. Они верят, что в этот Новый год их мечты обязательно исполнятся. Особенно верят в чудо дети, которые встретят главную ночь года в онкологическом отделении. Дед Мороз из Общероссийского народного фронта в рамках акции «Мы вместе» передал подарки детям и их лечащим врачам. 5-й год подряд активисты ОНФ совместно с благотворительным фондом «Праздник жизни» поздравляют маленьких пациентов Национального центра медицины города Якутска. Детки наши пишут обязательно письма Деду Морозу, и все, что они заказывают, обычно сбывается. И это их очень радует. У детей обычно вот после таких мероприятий поднимаются анализы даже до такой степени. Появляется надежда на выздоровление наших детей.
Мирнинцы приняли активное участие в онлайн-мероприятиях. Так, в конкурсе «Лучшая дворовая ель» они проявили изобретательность и смастерили экологичные игрушки-кормушки. Какие еще новшества предложили мирнинцы, знает Марферина Алексеева. Ежегодно перед Новым годом жители города Мирного украшают ели и участвуют в новогоднем конкурсе на лучшую дворовую ель. В этом году наше внимание привлекла ель, украшенная экологическими игрушками. Эти игрушки служат не только украшением, но и кормом для птиц. Сейчас мы пообщаемся с автором этой прекрасной ели и спросим, откуда у вас такая идея. Скажите, пожалуйста, нам, Анна. Здравствуйте. Мы каждый год участвуем в разных конкурсах и часто делали кормушки. Кормушки наши были раньше из пластика, из молочных пакетов, и мы развешивали их в парке. Но они были не экологичные, и по весне, конечно, удручающая картина в парках бывает. И в этом году к нам пришла идея сделать такие полностью биоразлагаемые кормушки. Они сделаны из корма для птиц, зерна, которые полностью подходят птичкам. То есть птичкам нельзя давать хлеб, тем более ржаной, да, семечки жареные нельзя. И вот мы их делали, покупали корм в магазине специализированном, смешивали это с желатином, дальше заливали их в форму, делали из таких соломенных трубочек дырочки, и в эти дырочки потом просовывали бечевку. Бечевка тоже прекрасна тем, что она может служить потом птичкам на то, чтобы они строили гнезда. И вот мы детей приучаем к экологичности, беречь и заботиться о братьях наших меньших. Дениска, что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что если все люди мира будут такие делать кормушки, что если будем мы другие делать, что экология разрушится. А если будем делать такие кормушки, что экология не будет разрушаться. У жителей города Мирного уже стало доброй традицией подкармливать обитателей городского парка. Так, накануне предприниматели сделали новогодний подарок птицам и белочкам Березового парка. Разместили деревянные домики для того, чтобы они послужили пристанищем в холодную зимнюю стужу. Да и просто порадовали глаз гуляющих. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, не забывайте про маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.